Бурлун Дунаёртис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня очень значимый день в жизни нашей республики. Сегодня мы отмечаем День Конституции Республики Коми. 28 лет назад, в 1994 году, на сессии Верховного Совета Республики Коми был принят основной закон Республики Коми, Конституция Республики Коми. Поздравляю всех с этим знаменательным днем и хочу, конечно же, поблагодарить всех жителей республики за созидательный труд, за любовь к Республике Коми и, конечно же, патриотизм и добрые начинания. Побольше нам с вами добрых начинаний, и точно совершенно у нас с вами все получится, и жизнь республики будет лучше. Сегодня также отмечается праздник, это День кадета Российской Федерации. Поздравляя с этим праздником, хочу сказать, что кадетское братство, кадетское движение в Республике Коми развито очень хорошо. Я вчера в преддверии Дня кадетов встретился в Зеленце с кадетами, провели с ними, на мой взгляд, очень хорошую встречу. Ребята задавали вопросы, вообще поговорили о патриотизме, о любви к родине, и любви к малой родине, к Республике Коми и к Великой России. Думаю, что как раз среди кадетов растет очень надежная смена и очень достойные патриоты нашей республики и страны. И сегодня состоялась сессия Государственного Совета Республики Коми. Очень важные вопросы сегодня озвучивались, принимали проекты, законопроекты, которые стали законами после принятия. Очень много и долго мы обсуждали вопрос о статусе столицы. Сегодня, наконец-то, этот закон принят. С сегодняшнего дня это уже законная столица Республики Коми, наш Сыктывкар. И, конечно, я благодарю всех депутатов за эту работу, она была непростая. И, конечно же, за инициативную группу во главе с руководителем муниципалитета, городского округа Сыктывкар, Наталью Семеновну Хозяинову, Анну Феликсовну Дю, руководителя городской думы, потому что именно с ними мы начинали обсуждать этот закон 2 года назад. И считаю, что, конечно, давно назрело, что столица Республики Коми это все-таки действительно уже законный акт, потому что очень многие вопросы, которые мы принимали и будем принимать в части дополнительного финансирования, конечно, требовали вот именно этого статуса – столица Республики Коми. По эпидобстановке. За сутки мы чуть-чуть снизились, выявлено 2179 случаев, хотя сама цифра огромная. Мы говорим чуть-чуть, просто потому что вчера это было 2274 случая, но на самом деле мы работаем на пределе, я имею в виду и в первую очередь медицинская служба всей Республики Коми и, конечно, правительство, потому что каждый день требуется дополнительное финансирование, каждый день нужно реагирование на ваши абсолютно справедливые требования и по оказанию медицинской помощи, и по качеству оказания, и по представлению медикаментов, поэтому действительно все работают в огромном напряжении. Вам, уважаемые жители республики, спасибо за понимание. И, конечно же, я снова хочу сказать, что среди заболевших менее 10% это привитые люди, они переносят все практически 100% легко заболевания. Я уже много дней подряд, или месяцев подряд говорю о том, что среди умерших практически нет, менее 1% люди, которые были привитые. То есть это еще одно обязательное условие для того, чтобы все-таки, даже если мы повторно заболеваем, перенести это легко, конечно же, вакцинироваться. Поэтому на сегодняшний день у нас достаточно вакцины, более 124 тысяч доз вакцины. Поэтому, уважаемые жители республики, призываю вас снова и снова, нужно вакцинироваться. На сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, не болейте. До следующей встречи.